Это что, шутка какая-то? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Рахмону уже пора дать пенсию, а не то, что хотят сделать в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. В Худжанде предложили присвоить президенту страны звание Героя Таджикистана второй раз. С таким предложением выступили участники научно-практической конференции на тему «Опыт примирения таджиков и вопрос обеспечения политической стабильности в современном мире», которая прошла 22 июня в Худжандском государственном университете. В работе конференции принял участие и глава Сагдийской области Раджабой Ахманзода, сообщает пресс-центр председателя области. Инициаторы обращения отмечают, что в текущем году празднуется 30-летие 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, на которой Эмомали Рахмон пришел к власти. С учетом выдающихся заслуг основателя мира и национального единства, лидера нации Эмомали Рахмона в восстановлении конституционного строя, строительства новой государственной системы, его огромной роли в строительстве независимого, демократического, правового и светского государства, достижении мира и национального единства, реализации стратегических задач страны, обеспечении единства независимого Таджикистана и достижении тысячелетней мечты народа. Просим высшие законодательные органы страны второй раз присвоить президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, высшее звание Отечества Герой Таджикистана, говорится в обращении. Эмомали Рахмон в настоящее время имеет звание Героя Таджикистана, которое было присвоено ему в 1999 году за достижение национального единства. Скажите, пожалуйста, зачем делать это второй раз? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Это не первый раз, когда президенту предлагают повторно присвоить звание Героя Таджикистана. В 2019 году молодежь Куляба и Турсунзаде обратилась к парламенту и правительству с таким предложением. Просим присвоить президенту Таджикистана Эмомали Рахмону дважды Героя Таджикистана за его неоценимые и уникальные исторические заслуги перед таджикским народом, отметили тогда представители молодежи в своем обращении. До них с такими предложениями выступили и таджикский политик Хикматулла Насреддинов. Также не раз таджикского президента хотели номинировать на Нобелевскую премию мира. С таким предложением выступили в 2019 году тогдашний замдекана факультета международных отношений Академии госуправления при президенте Таджикистана Афзалшох Бабадзода и студентка третьего курса этого факультета Зарина Саидова. Пресс-секретарь Академии Рахматулла Каримзода сообщил, что это их личная инициатива, и она не имеет никакого отношения к руководству учебного заведения. Опять же, политик Хикматулла Насреддинов в 2016 году предлагал официально выдвинуть президента кандидатом на соискание этой премии. По его мнению, Рахмон достоин этой премии больше, чем получивший ее некогда президент США Барак Обама. Также с предложением выдвинуть Эмомали Рахмона и главу Узбекистана Шавката Мирзиёева на соискание премии мира в 2018 году выступило общество узбеков Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации? Создается впечатление, что просто соревнование, кто больше подлижет нашему президенту, или нет? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!